Износившееся со временем асфальтное покрытие дороги в село Каман стало серьезной проблемой как для местных жителей, так и для желающих посетить исторические места отдыхающих. Работы по ремонту улицы Гумская были запланированы за счет средств Российской инвестиционной программы на 2017-2019 годы. Однако вот уже несколько лет, как они остановлены. Министр экономики в сопровождении ответственных специалистов выехала в Сухумский район, чтобы лично осмотреть объект. Начальник управления капитального строительства Тимур Агарба отчитался о проделанной работе. 38 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Остаток 36 тысяч квадратных метров до сих пор не уложен. Сроки нарушены, графики нарушены. Так, у нас контракт был когда заключен? В 2017 году. 2017 года долгострой получается у нас на 3 года с переходящим на 2020 год. Да. Стоимость контракта? 110 миллионов, 15 километров, из них сделано 40% объема работ. Да, так? но по асфальтобетонному покрытию 68 миллионов контракт, а все остальные контрактные обязательства. Да, искусственные сооружения все сделаны или нет? Все сделаны все в 2017 году. И приняты, там вопросы да. есть к качеству работы? Никаких. Нет. О причинах простоя на данном объекте министру отчитался и генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Абхазавтодор». По словам Бориса Ачба, такая ситуация сложилась из-за того, что у субподрядчика не было возможности продолжать работы. Когда нас по имама Шамиля приостановили, по большой просьбе сельчан села Поквач и вышестоящих, данную организацию нашу перекинули в Поквач на ремонт дороги. По смете было 84 миллиона. Мы выработали 11,2 километров, где-то на 45 миллионов. 2 этапа поданы были КСки на 30 миллионов и на 15. Однако платежи 3 года никто не осуществлял. Вот и вложились долги на данную организацию. Как известно, битум нам из России никто бесплатно не давал, те же самые налоги. Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо было ранее принять кардинальное решение в отношении субподрядчика, подчеркнула Кристина Озган. 3 года объект не ремонтируется, финансы выделены. Если у вас были поручения, значит, надо было пересмотреть контракты, остановиться, сделать взаиморасчеты с вашим заказчиком для того, чтобы не оставлять задолженности, и поручить другим подрядчикам эту работу сделать и довести объект, завершить его в установленные программой сроки. Вы понимаете, получается, что у нас идет изменение стоимости фактической, может быть. Вы же понимаете, что цены меняются. Соответственно, необходимо увеличивать расходы. Объект стоит, люди ждут. Анонсировалось, что программа будет завершена в определенные сроки, и люди увидят дорогу. Но мы не можем допускать такое серьезное отвлечение средств. Деньги заморожены 2 года. За эти деньги можно было сделать и другие участки в том числе. Министр экономики поручила руководству Абхазавтодора сменить субподрядчика и возобновить работы на объекте в ближайшее время. Вот вы еще раз тогда сверьтесь с министерством и с УКСом, чтобы не было задолженности ни у вас, ни у нас перед вами, соответственно, и давайте менять условия контракта и подрядчика. Не вопрос. Деньги по последней КСке на счету должны быть. Не вопрос, что эти средства у нас, то, что последние вы зачислили, они никуда не уходят и не уйдут. Этого объекта деньги. Раз. Но дальше, конечно, этот объект должен быть завершен. И, как вы скажете... Я так понимаю, если мы сейчас организационные все вопросы оперативно решим, я думаю, что за 1,5-2 месяца объект будет сдан. Правильно? Да. Вы согласны с этим? За 2 месяца, да. Протяженность ремонтируемого участка улицы Гумская составляет 15 километров. Сметная стоимость проекта – 110 миллионов рублей. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.